Я хочу, вот услышала слово «становление» и хочу сказать о самом начале. 1973 год. Татьяна пришла к нам в Коми, Республиканский краеведческий музей, и получила очень важный заказ – оформление выставки декоративно-прикладного искусства Народной Республики Болгарии. Мы тогда дружили с болгарами, мы дружили со всеми тогда. Такое было время добра и дружбы. И вот Татьяна приступила к работе с восторгом. И я скажу, что слово «восторг» – это ключевое в ее творчестве. Восторг перед жизнью, перед искусством, восторг перед людьми и восторг, когда она берется за работу. Как говорится в одной песне, вернее, поется: «Дай мне любое дело, чтобы сердце пело». И вот она постоянно пела эту песню своими выставками. Это было шедеврально. Это 73-й год был шедевр у нас на втором этаже Республиканского музея, потому что столько цвета, света, красок, буйства просто. Да, ведь Народная Республика Болгария. Мы называли этот дар музею солнечным даром. И вот я бы сказала, что творчество Татьяны, оно солнечное, оно от энергии солнца и воздействует на зрителей, как вот солнце воздействует, возбуждает эту энергию. Но это не все. Следующее важное государственное задание – Музей революции города Ленинграда. 50-летие было недавно СССР, и было принято решение провести в этом музее выставки автономных республик. И начали мы с республики Коми. Потому что наш музей под руководством Алисы Дмитриевны Качаловой, великой Качаловой, такой больше нет. Потом она всю жизнь работала в музее Бородино, была приглашена из Сыктывкара в Москву. И вот под руководством Качаловой мы получили диплом первой степени в каком-то там смотре научно-просветительской работы. И Качалова пригласила Татьяну как художника для того, чтобы сделать эту выставку. Мы поехали, посмотрели зал. Я была просто автором тематики экспозиционного слова. Мы открыли эту выставку в Музее революции. Ленинград, телевидение, газеты все писали о Татьяне, что такое высокое профессиональное мастерство продемонстрировала художник из Сыктывкара на этой выставке. А художнику сколько было лет, да. Она только что недавно закончила училище. Вообще Алиса Дмитриевна верила в молодых всегда. Считала, что молодость мира должна побеждать. И вот, и дальше пошли выставки музея. Я только про музейную часть, ладно, расскажу, потому что уже тут много сказано. Выставка в зале промышленности. А, да, самое главное, это был витраж, который назывался «Северное сияние», на котором была показана республика и все ее богатства. Они еще тогда нам принадлежали, богатства. И вот этот витраж, битое стекло, цвет, подсветка. В книге посетителей в этом музее было очень много отзывов о том, что это просто что-то такое умопомрачительное. Потом зал промышленности нефтяной, газовый на втором этаже. Потом зал леса. И везде у нее была вот эта какая-то оригинальная задумка такая. Вот это были не просто стенды, это они живые были, они были какие-то вот поющие, что ли. И всем нравились, все были в восторге. А когда я работала уже в университете и приводила студентов, мы даже семинары проводили после посещения ее мастерской, что такое искусство, как оно происходит, что оно вообще вызывает. Ну, все, я хочу заканчивать, потому что очень жарко. Я вот что хочу сказать. У Максима Горького есть очень хорошая поэма. Все знают песню о соколе, о буревестнике, а это поэма «Человек». И вот в ней он воспевает человека, творца. Человек в основе деятельности, которой творчество, это творчество самодавлеет, оно бесконечно. И вот это про Таню. И заканчивается эта поэма словами: «Человек всегда движется, всегда вперед и выше, вперед и выше». Это тоже все о ней. Все.